В Якутске стартовала республиканская акция «Трасса Победы». Это автопробег по маршруту Якутск-Амга, Усьмая, Эльдикан и Аллах-Юнь, посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Инициаторами акции выступила общественная молодежная организация «Амма Кардалын-Чата». Это их дань уважения якутянам, которые в годы Великой Отечественной войны были мобилизованы из заречных и центральных улусов республики для перевозки грузов на Алданские и Аллах-Юнь золотые прииски и тем самым внесли особый вклад в победу. В автопробеге будет участвовать научная интеллигенция Якутска, а также представители из 8 улусов республики, участвовавших на перевозке грузов в Аллах-Юньские прииски. Действительно, это у нас автоэкспедиция. Автоэкспедиция у нас с научной интеллигенцией, которые изъявили желание участвовать в нашей автоэкспедиции. Инициаторами данного мероприятия является Амма Кардалын-Чата. Это молодежная общественная организация. Объединились туда молодежь, которые живут в селах, находящихся вдоль бассейна реки Амга. Это их инициатива и дань уважения к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В годы войны, с 41 по 45 годы, очень много якутян с 8 улусов, центральных улусов, заречных улусов, именно ехали с лошадьми, все колхозники ездили на добычу золота в Аллах-Юнь, охотский перевоз, джур-джур золота. И по итогам 41-45 годов именно благодаря нашим землякам, якутянам, они внесли золотой фонд именно в победу в Великой Отечественной войне. В музеях лежат телеграммы от Сталина, от руководства страны, что именно якутяне внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. И эту экспедицию нам очень приятно, что эту экспедицию инициировали именно молодежь, молодая гвардия инициировала эту автоэкспедицию. И сегодня мы собрали вместе с учеными Института гуманитарных исследований, вместе с журналистами, с операторами. Поедут 2 машины, и мы доедем непосредственно до места Аллах-Юнь. По итогам данной автоэкспедиции все-таки снять хорошую телепередачу, чтобы помнила молодежь в эти годы, то, что было сделано. И, конечно же, мы хотим изготовить фотоальбом и альбом уже для молодого поколения. Потому что самое главное, сегодня подошли те районы, 8 районов, которые участвовали. Сегодня они готовы рассказать о своих родителях. Сегодня подошла ко мне моя учительница, сказала, что ее отец участвовал. И мы хотим крупинками собрать всю эту информацию и издать фотоальбом, книгу. В этот же день из площади Победы стартовал ветеран спорта, марафонец Василий Горбунов, который за 15 лет пробежал весь земной шар. И в этот раз он намерен пробежать сотни километров из Якутска до города Мирный и посвятить свой пробег 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Пробег свой посвящаю Якутск Мирный. И я бегал 65 лет Великой Победы Москва-Якутск. И поэтому я ветеранам войны посвящаю свой пробег. И сегодня стартую с площади Победы. Маршрут мой Магалас, Пердигостях, Вилюйск, Сунтар, Нюрба-Сунтар и Мирный. Навстречу идет Наумов Петр Семенович. Вот я провожал в Мирном, а решили, он с тележкой инвалид, и решил я навстречу ему. Домой легче бежать, чем от дома. А он откуда бежит? Он с Сунтар бежит, он сегодня уже в Нюрбе. Во время проведения экспедиции по пути маршрута будут возложены гирлянды памяти на площади Победы Мегина-Кангаласского, Амгинского и Усьмайского улусов. Надежда Ефимова, Николай Необутов, Иван Тайтонов, ЕСЯ.